Здравствуйте, это программа «Актуальное интервью», в студии ее ведущая Сарглана Неустроева. Мы работаем на полях форума креативных индустрий, создано на Дальнем Востоке. И сегодня наш гость Алексей Лешковский, президент гильдии кинодраматургов и заместитель председателя Союза кинематографистов России. Алексей, здравствуйте. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, для начала, какие у вас впечатления от первого дня форума? Ну, впечатление очень хорошее. Мне нравятся и форумы, и вообще такого рода молодежные мероприятия, потому что они важны, они помогают молодежи понять как-то и смысловую повестку, и возможности, которые она открывает. И для нас, экспертов, это тоже достаточно важное мероприятие, потому что мы можем поделиться какими-то своими соображениями и тем, как их дальше продвигать. И вот сейчас, собственно, как раз то самое время, потому что скоро вступает в действие закон о креативных индустриях, и всякие вопросы, связанные с правоприменением, там, подзаконными актами и так далее, вот это все как раз та среда, в которой наши какие-то предложения, соображения могут начать работать. А на каких площадках вы успели сегодня поработать или побывать в качестве приглашенного гостя? Ой, я на двух площадках был в качестве приглашенного гостя, и одну вел сам. Вот, так что это довольно плотненько получилось, но и не бесполезно, потому что я очень многих замечательных людей увидел, вот, и вашего совершенно потрясающего ветеран СВО, который руководитель игрового издательства, вот, безумно интересный человек, и, в общем, много полезного я сегодня для себя узнал и со многими интересными людьми познакомился. Ну, наверное, банальный такой вопрос, но не могу не спросить, как вы оцениваете наш якутский кинематограф и анимацию? С анимацией я не очень знаком. Что касается кинематографа, действительно вопрос довольно банальный, потому что якутский феномен, он известен, что называется, всем, и это та модель развития кинематографа, которую мы считаем необходимым распространять и на другие регионы. Но другое дело, это все не так просто, потому что здесь кино развивалось 30 лет, а в большинстве регионов, к сожалению, оно, ну, может быть, за вычетом документалистики, находится в совсем зачаточном состоянии. Это главная проблема, конечно, сейчас. Ну вот помимо того, что у нас вообще история кинопроизводства республики довольно-таки долгая, какие еще причины такого успеха регионального кино можно назвать? Ну, это любовь к кино, наверное, в первую очередь, и, наверное, это интерес к кино, потому что, ну, определенно есть специфика национальной республики, и когда кино становится инструментом самосознания нации, если угодно, да, культурной самоидентификации, это очень важно, это очень полезно, вот. Но все-таки все начиналось с Алексея Романова, который приехал и в чистом поле начал, значит, делать кино, когда совершенно было 90-е годы, вообще непонятно там зачем, где, что, все разваливается. И вот пока у нас все разваливалось, в Якутии все строилось. Вот от 90-х лет к сегодняшней эпохе перейдем. С тех пор, как выстрелил первый наш фильм, я имею в виду вот в эту эпоху якутского феномена, например, «Пугало» Дмитрия Давыдова, качество сценариев, ну и кинопроизводство в целом, оно изменилось в Якутии? Ну, очевидно, меняется качество кинопроизводства, и, собственно, там даже результаты проката и зарубежного, и федерального, они об этом говорят. Ну, качество кинопроизводства, оно везде, собственно говоря, меняется, но тут есть какие-то вещи более важные. Например, 2 года назад на Шукшинском кинофестивале мы дали гран-при картине «Не храните меня без Ивана». Вот. И не сказать, что это там картина какого-то там безумного блокбастерного качества, но при этом это, там какие-то огрехи по драматургии, может быть, там есть и так далее. Но там такой потрясающий финал, от которого вот я сейчас говорю, у меня мурашки по спине бегут, потому что это, наверное, самое главное. Кино — это про эмоции.
И когда ты его не можешь забыть много лет, даже если это там была одна сцена, это, наверное, само по себе показатель. И тут, что сейчас, мне кажется, большой проблемой. Все время люди говорят, нам не хватает каких-то там камер, там, арифлекс, не знаю, там еще что-то вообще. Я говорю, боже мой, снимайте на телефон. Если вы на телефон снимете потрясающее кино, у которого будет только проблемы там, с качеством видео и звука, ну так вам найдут и принесут чемодан денег, только чтобы вы это сняли профессионально. Вот. А люди сидят и ждут, пока им как-то из воздуха что-то упадет. И, у вас никто не сидел, никто не ждал, и вот мы имеем результат. Кстати, тот факт, что у нас по большей степени выпускаются фестивальное кино, фильмы для думающих людей, он связан с тем, что вот как раз-таки, возможно, где-то не хватает финансирования? Я не думаю, что здесь есть какая-то связь. Здесь скорее другая часть якутского феномена. У вас народ смотрит авторское кино. У вас народ смотрит артхаус. Ну, это может быть тоже феномен национальной республики, конечно, но это как раз замечательно, потому что в России артхаусное кино, ну, кто там, значит, яйцеголовые киноманы, может быть, ходят его смотреть там в среднем по больнице, а так непонятно, кто и зачем его будет смотреть. И не потому, что там народ как-то по-другому относится к артхаусу, просто у вас артхаус про себя, а у нас артхаус непонятно о ком и о чем. За редким исключением, конечно, да. И вот это, по-моему, самое главное, потому что проблема российского кино, она в том, что мы разучились рассказывать о себе. И мы не представляем страну, в которой мы живем. Документальное кино представляет, игровое кино, ну, за редким исключением, которое есть, слава тебе, Господи, но в среднем по больнице нет. А все ваше кино, оно про вас. Немного про экономику поговорим. У нас в этом году кассовые сборы намного больше, чем по итогам прошлого года. При этом количество выпущенных фильмов примерно на том же уровне осталось. С чем это может быть связано? Ну, первое, что приходит мне в голову, все-таки распространение залов экстра-синема, якутского малобюджетного проката. И это замечательная инновация, на мой взгляд, потому что это как раз прямая связь творчества и экономики. Чем больше окупается ваше кино, благодаря этой технике, тем больше кино будет сниматься, тем больше будет перспектив. Ну, там у вас сейчас главная задача выход в федеральный прокат. Вот. И это требует даже не столько качества, с которым у вас уже там все вполне в порядке, и многие фильмы в федеральном прокате шли и достаточно успешно. Это скорее вопрос сценарного девелопмента, вот, потому что, значит, эта история должна быть, в которой есть и якуты, и русские, там, и так далее, ну, то есть, чтобы каждый мог увидеть себя. По сути, это такой же копродакшн, как, не знаю, там, у России и Китая, предположим, да? Вот. Это все как бы, это разговор о каких-то культурных кодах, там, вот здесь мы встретились и познакомились как раз с китайским продюсером, который сказал, что интересно было бы сделать совместную сценарную лабораторию, потому что, ну, что может русский написать про китайцев? То же самое, что американец про русских, вот, и наоборот, да? А когда люди разных культур работают вместе, то это может дать очень богатый сценарный материал, и как культурный, так комичный какой-то, а для кино чувство юмора, оно вообще очень много значит, как вообще для жизни. Вот. Поэтому я думаю, вот за таким сотрудничеством творческим, в принципе, будущее. А как, на ваш взгляд, государство может поддержать кинопроизводство? Какие механизмы оно должно использовать? Ну, на самом деле, их очень большое количество. Тут даже, я думаю, не перечислишь. Это там долгий какой-то специальный разговор. Вот. Хотя там можно говорить и о квотировании российского кино в прокате, что является, на мой взгляд, правильной мерой. Вот. Это может быть разговор о квотах на съемки регионального кино и все что угодно, но я бы сказал, главное это все-таки целеполагание государственного финансирования, потому что когда у нас государство дает
200 миллионов на съемки фильма. Здесь на эти деньги там сняли бы 20-30 картин, наверное, да, а в прокате фильм собирает там 1,5 миллиона, то, в общем, на экономику это не похоже. Значит, и это могло быть как-то оправдано, если бы государство получало какие-то другие вещи, какие-то ценностные ориентиры, ролевые модели поведения, которые могли бы быть восприняты молодежью, образ современного героя, которому хочется подражать и так далее. Вот. Но, к сожалению, так происходит редко. Но снова возвращаясь к теме якутского кино, как будто сейчас напрашиваюсь на комплименты, но тем не менее, какой из последних просмотренных фильмов запомнился наиболее и по какой причине? Ну, больше всего я сразу вспомнил «Не храните меня без Ивана». И не могу сказать, что я там все подряд якутские фильмы смотрю. Мне, собственно говоря, и «Айта» очень понравилась, потому что жаль, что так случилось, потому что, на мой взгляд, как раз без конфликта и без столкновения каких-то там точек зрения даже не может существовать нормальная драматургия. А главное, что в этом фильме было, это примиряющий финал, который, в общем, можно назвать консолидирующим общество, что ли, да? Вот, потому что всегда хороший фильм начинается с какой-то проблемы, с какого-то отрицательного тезиса и примера, а заканчивается преодолением этого конфликта, катарсисом, да, который там примиряет или дает победу добра. И все это в этом фильме случилось, поэтому, значит, но он успел собрать свою аудиторию, вот, и запомниться. В эти дни мы работаем в студии креативного кластера «Квартал труда». Здесь обитают как раз наши якутские киноделы, работают. Что бы вы им пожелали? Возможно, они прямо сейчас где-то сидят, сочиняют какой-нибудь сценарий или идею к фильму. Вот что бы вы, какое бы напутствие им дали? Ну, прежде всего, желать надо удачи. А вообще, конечно, внимательно относиться к тому, что происходит кругом, потому что очень редко какие-то истории из реальной жизни, которые вот действительно вокруг нас, и не связаны там ни с криминалом, там, ни с какими-то там сказками, мистикой и так далее, к сожалению, достаточно редко доходят до экрана. Хотя, кстати, вот в прошлом году на фестивале я смотрел какой-то ваш замечательный фильм, дебютный, кажется, про мальчика. Вот как раз для меня был отличный пример какого-то простого такого школьно-семейного подросткового кино, вот, которое производило замечательное впечатление. Алексей Иосифович, спасибо за эту содержательную беседу. Будем надеяться на продуктивные итоги форума. Это была программа «Актуальное интервью». До встречи.